Глава администрации Сыктывдина Олег Лажанев на этой неделе честно признался в интервью местному журналисту, что район был не готов к такому размаху строительства. На социальные объекты, жилье для переселенцев, деньги, я так понимаю, есть, а вот специалистов в администрации нет, еще и подрядчики халтурят. Строительные шишки себе набил не только Олег Амвросиевич. Прилузье, Печора, Усть-Кулом, а грехи и очень серьезные всплывают и там, и сям. Но сегодня мы не об этом. Виктория Палкина расскажет, где и что мы строим и когда сдадим. Сегодня в адресной региональной инвестиционной программе больше 200 объектов. Часть уже сдали, треть на стадии строительства, другие начнут возводить в ближайшие 2-3 года. Главное внимание, конечно, развитию социальной инфраструктуры. И в этой части проект номер 1 – санаторий в Серегово. Запустить его должны уже в следующем году. Главная здравница региона готова на 80%. Рабочие достраивают бассейн и занимаются внутренней отделкой основного корпуса. Мы так и ставили себе задачу, что полностью комплекс он должен быть запущен в 2016 году. Мы к этому и идем. Просто мы разбивали на 2 очереди, пришлось эти очереди сводить в одно целое, чтобы комплекс заработал в целом. Поэтому сегодня, конечно, удовлетворен тем, что увидел. Удовлетворен тем, что решены все принципиальные вопросы, которые вот глобальные были. Сейчас это уже больше такие технологические моменты осталось. Поэтому у меня нет сомнений в том, что к концу года весь общестроительный комплекс будет закончен. В списке крупных социальных строек и спортивные сооружения. Через неделю свои двери должен открыть Воркутинский оздоровительный комплекс с бассейном. Чтобы построить его, понадобилось 313 миллионов рублей и 4 года. В здании применены новейшие технологии. Так, в чашах бассейнов, а здесь их 2, отдельно для взрослых и детей, вместо традиционного кафеля современное полимерное покрытие. Для маломобильных граждан предусмотрен подъемник, а вода проходит через французскую тройную систему очистки. Это бактериологическая очистка, вторая специальными лампами и специальными фильтрами. Вся эта очистка позволяет довести бассейн. То есть здесь отсутствует такое понятие, как хлор. Хлор есть немножко, но он применяется в очень незначительной концентрации. Новый бассейн появится и в столице Коми. Он начнет работу не раньше марта следующего года. Стоимость объекта уже перевалила за 700 миллионов. Львиная доля – деньги республиканского бюджета. В начале августа 40 миллионов пришли из Москвы. В профильном ведомстве заверили – вложение того стоит. Сегодня в Коми нет специализированной базы для подготовки пловцов. И этот вид спорта в регионе явно теряет свои позиции. Новый бассейн станет тренировочной базой для наших спортсменов и сможет принимать не только региональные старты, но и российские соревнования. До европейского уровня спортивная база немного не дотягивает. Не хватает трибун для зрителей. Объект рассчитан всего на 400 посадочных мест. Плавание является у нас ключевым видом спорта после лыж. Мы хотим, чтобы он у нас развивался активно. У нас очень много бассейнов по республике, и были неплохие результаты, и сейчас остаточное явление есть. Поэтому мы хотим развить этот вид спорта, а так как у нас нет республиканской базы для проведения больших соревнований, хороших выездов наших спортсменов в других наших муниципалитетов, этот бассейн, конечно, нам нужен. Как воздух, нужны региону и новые ФАПы. Возводят их по уникальным проектам. В здании предусмотрено жилье для медиков. Региональная казна направит на это больше 60 миллионов рублей. Для сельских районов это реальная возможность решить кадровую проблему. ФАПы у нас модульного типа, очень хорошие и качественное изготовление, и квартиры двухкомнатные с хорошей отделкой для фельдшеров. Я думаю, что это немаловажно вообще для наших сотрудников. Мы строим 11 ФАПов в 9 территориях, и самая хорошая уже подготовка, по крайней мере, в Усть-Вымском районе, в Прилузье и Сыктывдинском районе. Особое место в адресной инвестиционной программе занимает развитие дорожной сети республики. Это и строительство трассы Ухта-Троицко-Печорск и магистраль Усинск-Нарьян-Мар. Совместный проект с соседним Ненецким округом. Кстати, соседи из НАО готовы помогать и в продвижении проекта «Белкамур».
Как и китайские инвесторы. Белкамур уже включен в перечень стратегических проектов российско-китайского сотрудничества. Компания Polytechnology заинтересована в участии в проекте «Белкамур». Мы решили выполнить все задачи. В процессе работы надеемся наладить хорошие отношения. С «Белкамуром» вместе мы продвинулись очень далеко и уже пришли к переговорам по конкретным тематикам и изучению проектов в российских регионах. Любой инвестиционный проект, крупный или не очень, это прежде всего новые рабочие места, говорят эксперты. Развитие производств – задача номер один для каждого муниципалитета. Если что-то не получается, на помощь готовы прийти соседи. Именно так поступила Сосногорская швейная фабрика, открыв филиал в Жешерте. И пусть пока штат полностью не укомплектован, а объемы далеко не промышленные, молодые швеи уже вносят свою лепту в общее дело. Наш цех здесь очень кстати, потому что надо так, чтобы вся семья работала. Тогда и люди здесь будут жить, и будут оставаться. А я еще говорю, там, где Сосногорская швейная фабрика, там развитие. По крайней мере, мы стараемся это делать. Поэтому развитие сегодня пришло в поселок Жешерт. Отдельное направление инвестиционной программы – строительство в сельских районах очистных сооружений и полигонов ТБО. Новые канализационные системы появятся в Ижемском, Усть-Куломском и Карткировском районах. Сразу в нескольких муниципалитетах откроются и современные площадки для хранения отходов. На отдельных территориях мусор готовы и перерабатывать, чтобы сделать наш регион привлекательным и в части инвестиций, и в части экологии. Виктория Палкина, Олег Остромин о первых итогах больших вложений в социально-промышленное и экологическое развитие региона.